Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить о совести. Но вначале хочу рассказать одну историю. Рассказывают, что когда-то в Советском Союзе в одном из плацкартных вагонов ехала верующая девушка, которая сидела, читала Новый Завет. И один из тех, кто находился здесь вместе с ней, попутчики, решил прочитать ей лекцию по поводу того, что верить в Бога — это вообще глупо, смешно, это абсурдно, нет никакого в этом смысла. И поэтому он ей прям вот целую лекцию начал читать, рассказывать, какие она только аргументы не приводила, что она только не делала. А у этого безбожника, у него на все был какой-то свой козырь. И он настолько вот любил вот эту тему, видно было, что он очень был такой начитанный, очень был эрудированный в этом вопросе. И поэтому он легко на все ее аргументы давал свои аргументы и легко перекрывал все ее аргументы. И в конечном итоге он так парировал, как бы, когда девушка уже не знала, что сказать, он ей говорит: ну, говорит, ты последнее, что я вам хочу сказать. Вот, говорит, где он, ваш Бог? Покажите мне его. Он говорит, как только вы мне его покажете, все, я, говорит, сразу уверую. Может быть, и вам приходилось сталкиваться с такими людьми. Наверное, тоже, да, было такое? Я тоже встречал таких людей, которые говорят: покажите мне вашего Бога. Так вот, что произошло дальше. В этом вагоне на боковой полке тоже ехали люди, и один мужчина ехал, который тоже был верующий. Он решил не вмешиваться до поры до времени. Сидел, просто слушал, как это все, баталия вся это продолжалась. И когда уже у девушки все уже, никаких аргументов, и этот человек последний аргумент высказал: покажите мне своего Бога, он решил вступить в диалог. Подсаживается так рядом к этой девушке на полочку, смотрит так пристально на этого человека. А тот сидит, смутился так от его взгляда, говорит: а что это вы на меня так смотрите? А он говорит: да вот, говорит, смотрю на вас, совести у вас нет. Тот смутился, говорит: как это у меня нет совести? Что вы, говорит, такое придумали? Что вы себе позволяете вообще? Как вы вообще мне такое можете сказать? Совести у меня нет. Говорит: ну вот, покажите мне вашу совесть. Где, говорит, ваша совесть? Покажите ее. Этот человек говорит: ну, дорогой, говорит, ну, совесть это, говорит, не рубашка, чтобы ее показывать. Тогда этот человек ему сказал: знаете, говорит, уважаемый, и Бог это вам не пиджак. Ну и вот на этом закончился вот этот вот бессмысленный спор. Когда люди пытаются сказать о том, что покажите нам Бога, можно их попросить, чтобы они показали свою совесть. Вы знаете, совесть интересная штука, правда? Вроде бы она есть, но показать ее, просто так показать, не получится. Бывает такое, что совесть бывает, ну, очень совестливая. А бывает, что про человека говорят бессовестный. Вот что такое совесть? Что это за особенное свойство? Что это за особенное качество? И очень часто верующие люди, когда говорят о совести, они еще одно удивительное свойство совести приводят. Они говорят, что совесть – это Святой Дух. И поэтому очень многие путают эти понятия. Очень многие считают, что Святой Дух и совесть, можно между ними поставить знак равенства. Некоторые верующие даже считают, что вот если совесть мне что-то говорит, то это Дух Святой говорит. А если совесть ничего не говорит, то это значит, Дух Святой ничего не подсказывает, и поэтому я могу делать что-то, пока вот мне моя совесть что-то не скажет. Правильно это или нет? Вот сегодня мы будем с вами говорить о совести. Мы сегодня посмотрим на 3 вида совести. Как об этом говорит Священное Писание, конечно. Потому что у людей совершенно свое представление о совести, а в Священном Писании свое представление о совести. Может быть, вы помните такое время. Я был подростком в советское время, когда было такое удивительное время. В автобусах надо было самому билетики прокручивать. Помните такие, да? Стояли такие аппараты, куда нужно было бросить монетки, и откручиваешь там столько билетиков, сколько вот... Там так было написано, сколько совесть позволит. Да? И там было написано, были такие таблички висели, фактически напротив каждого аппарата. Совесть – лучший контролер пассажира. Было написано. И все зависело от того, какая у тебя совесть.
Мы жили в Петропавловске-Камчатском. Там проезд стоил 8 копеек. Мы приехали с Украины. В Украине стоил 5 копеек, на Камчатке 8 копеек. И поэтому люди бросали туда копейки. А сколько каждый бросил копеек и сколько выкрутил билетиков? Совесть. На совесть. Кто это контролировал? Никто не мог проконтролировать. Не могли камеру повесить, да, на каждый вот этот вот аппарат. Не могли представить контролера к каждому вот этому аппарату. Контролировала все совесть. И поэтому, в принципе, человек мог туда бросить 4 копейки, по копейке, чтобы звенели, а выкрутить 5 билетов. Правда же? А мог бросить 8 копеек и выкрутить ровно 1 билет. Кто контролировал? Совесть. Как же так получалось, что у советского человека, у одного была совесть вот такая, которая не позволяла ему обмануть, даже если рядом никого не было. А другой человек в это же самое время мог спокойно, как говорят, без зазрения совести, накрутить себе сколько билетиков? Да, столько, сколько душе угодно. Можно было там хоть все можно было выкрутить, да, если совесть позволяла. Интересно, что когда мы открываем Священное Писание, наверное, вы обратили внимание, если читали Библию, может быть нет, но посмотрите в следующий раз, что в Ветхом Завете не употребляется слово совесть. И некоторые говорят, вот видите, в Ветхом Завете совести не было у людей. Так это на самом деле или нет? Была совесть, просто ее называли по-другому. Просто они говорили разными другими выражениями. Но совесть все-таки была. А вот в Новом Завете мы находим 3 характеристики совести. Итак, 3 характеристики, о которых говорит Новый Завет. Первый вид совести – это совесть порочная. Я сейчас пока их только перечислю. Вторая совесть – это добрая совесть. И третья совесть – это сожженная совесть. Итак, давайте мы посмотрим на каждую из этих характеристик более подробно. Но больше всего мне хотелось бы остановиться именно на доброй совести. Потому что именно такой вид совести важно, чтобы он был в христианине, в каждом. Во мне, в вас, в тех, кто будет нас смотреть, затем на канале YouTube. Хотелось бы, чтобы у нас, у всех была добрая совесть. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, в самом начале, до того еще, как мы пришли к Иисусу Христу, у каждого из нас была порочная совесть. Вне зависимости от того, хорошие мы были люди или плохие, по меркам этого мира. Потому что у этого мира совершенно другие критерии, совершенно другие характеристики. Люди этого мира совершенно по-другому оценивают совесть. Давайте мы откроем послание к Титу, 1 главу, 15 стих. Пожалуйста, у кого есть Священное Писание, откройте и прочитайте Титу 1:15. У кого Библии открыты, прочитайте для нас вслух, чтобы мы могли вместе размышлять над этим стихом. Пожалуйста. Кто открыл, не стесняйтесь, пожалуйста, читайте. Титу 1:15. Для чистых все чисто, а для оскверненных неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Осквернены ум и совесть. То есть для тех людей, которые живут во грехе, которые не знают Бога, осквернена совесть. И причем эта совесть, она по мирским меркам может быть вполне нормальная, вполне адекватная. Это может быть человек, который вот как раз за 8 копеек покупает 1 билетик. Это может быть человек, который действительно никого не обманывает. Но тем не менее, по меркам Священного Писания, совесть этого человека может быть осквернена чем? Грехом, отсутствием познания Бога. Человек может не знать Бога, человек может не поклоняться Ему, человек может ничего не знать про заповеди Божьи. Он может жить в своем собственном мире и ничего не знать про то, каким образом ему нужно правильно поступать. И поэтому совесть ему может ничего не подсказывать. Вот вспомните то время, когда вы не знали Христа. Вот для вас была проблема, например, в субботу заниматься какими-то делами, до того, как вы узнали о Боге? Нет. Никакой проблемы не было. Никто не осуждал, правда же? Ну кто мог что-то сказать, когда все люди в субботу и так занимаются какими-то делами? Никаких проблем. И поэтому, в принципе, человек может быть вполне порядочным, вполне хорошим, но по библейским меркам это будет человек с какой совестью? С порочной совестью. Потому что по принципам Священного Писания, если человек нарушает закон Божий, то этот человек порочный. Это человек грешник.
А если он грешник, то значит он нуждается в том, чтобы Господь его мог очистить. Господь его мог освободить. Нормально все? Запись идет. Потом эти кусочки все повырезают. Хорошо. Итак, давайте мы посмотрим теперь на то, каким образом приобретается добрая совесть. Ведь мы же понимаем, что добрая совесть – это то, к чему мы должны стремиться. Вот представьте себе, что мы никогда не знали о Боге, и вдруг кто-то нам говорит: слушай, пойдем со мной в молитвенный дом. И однажды, когда-то мы переступили порог этого молитвенного дома, да, или какого-то другого молитвенного дома, пришли к Богу, и вдруг мы слышим о том, что проповедующий с кафедры говорит что-то, что не укладывается в наш привычный образ нашего мышления. И мы, понимая и слыша эти слова, мы, понимая вот это наставление, мы приходим к пониманию: так, значит, я поступал неправильно. Значит, я жил не так, как нужно было жить. И теперь моя совесть, она приходит в согласие с законом Божьим, и она как бы подстраивается под этот Божий закон. И таким образом, в следующий раз, когда что-то происходит в моей жизни, я понимаю, что это неправильно. И я понимаю, что мне нужно исправиться. А как мне исправиться? Что мне нужно сделать? Вот в этом отношении мне поможет добрая совесть. Давайте мы откроем первое послание Петра. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Пожалуйста. 1 Петра 3, 21. Пожалуйста, друзья. 3:21. Да, 3:21. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Итак, вы видите, что происходит с нашей доброй совестью? Кто ее дает? Бог дает. Только Бог ее дает. То есть где-то взять ее здесь на земле, просто настроить эту совесть. Вот читая Священное Писание, без Бога невозможно. То есть если человек решил, что он сам приобретет добрую совесть, этой доброй совести человеку не получить. Потому что без Бога это невозможно, как написано здесь в Священном Писании. Да? И мы понимаем, что когда, например, человек принимает решение заключить завет с Богом, это тоже действие совести, которое ему подсказывает: ты грешник, ты должен раскаяться, ты должен оставить свой грех, ты должен прийти к Иисусу Христу, ты должен принять крещение. И мы принимаем крещение и обещаем Богу уже служить Ему доброй совестью. То есть наша совесть подстраивается. Совесть, которую очистил Иисус Христос, совесть, которую пленил себе Иисус Христос, она подстраивается под влияние Божие. И теперь эта совесть работает, скажем так, в одной связке, в одной команде с Богом. Бог через нашу совесть может говорить к нашему сердцу. Он может обращаться прямо к нам. Это инструмент в Божьих руках. Это не сам Бог. Совесть это не Дух Святой. А совесть это инструмент в руках Духа Святого для того, чтобы мы могли понимать, как нам правильно строить свою христианскую жизнь. И в принципе мы все с вами можем сказать, как это работает. Это работает именно тогда, когда это необходимо Богу. Бог подсказывает нам, как нам жить праведной жизнью. Подсказывает нам, где мы оступились, где мы упали. Подсказывает нам, как нам правильно строить отношения со своими близкими. Как нам правильно строить отношения с Богом. Вот согласитесь, если, например, наступает суббота, и мы вдруг для себя решили, что мы не пойдем в церковь. Ну, по каким-то причинам. Разные же могут быть причины, правда? Мороз на улице. Или, может быть, мы так утешаем себя и говорим: ну, сегодня дома побуду, почитаю Священное Писание. Как себя ведет совесть, скажите? Как-то неспокойно на душе, правда? Вот дома вроде бы находишься, а совесть как-то вот, ну ты же мог сегодня пойти. Потому что ищем оправдание. Да, потому что мы ищем оправдание, а совесть уже настроена. И Дух Святой через совесть продолжает нас обличать. Что происходит с человеком, если он одну субботу не пошел в церковь, вторую субботу не пошел в церковь, третью субботу не пошел в церковь, месяц, 2 месяца не ходит в церковь? Что происходит с совестью? Совесть потихонечку как будто затихает. Согласны? То есть, вроде бы вначале громко звучало, вроде бы вначале мы слышали ее голос, совесть нас обличала, а мы ей, когда говорим: так, все, тихо, тихо, я сам знаю, сам разберусь. Мы же иногда ведем разговоры со своей совестью. Может быть, не так явно, да, чтобы все слышали, но мы все равно пытаемся договориться со своей совестью.
А по сути дела мы тем самым отвергаем голос Духа Святого, который через нашу совесть велит нам, как нам правильно поступать. Давайте мы посмотрим, как это работает согласно вот Священного Писания. Несколько важных стихов прочитаем в Слове Божьем. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 9 стих. Евангелие от Иоанна 8:9. Пожалуйста. Иоанна 8:9. Посмотрим, как это работает. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Самарянка. Самарянка. Не самарянка, а женщина, взятая в прелюбодеянии. Ну, правда. Помните эту историю? Я думаю, что все ее хорошо помнят. Да, взяли женщину, взятую в прелюбодеянии, приводят к ее к Иисусу, причем они взяли ее в явном намерении ее побить камнями. Они камни эти в руках держали, да? Они были готовы начать бросать, как только Иисус повелит побить ее камнями. И поэтому они привели ее к Иисусу, держат камни в руках и спрашивают: вот в законе Моисеева написано, таких надо побивать камнями, ты что скажешь? Ловушка такая для Иисуса Христа. Скажет, можно побивать камнями, обвинят в том, что он нарушает римские законы. Потому что без римлян выносить смертные приговоры евреи не имели права. Скажет, нельзя побивать камнями, обвинят в нарушении иудейских законов. Потому что по иудейским законам, в закон Моисеев, должны были побить камнями. Что скажет Иисус? В Священном Писании написано, что когда они пришли к Иисусу Христу, Христос им ничего не сказал на это, а просто наклонился и начал что-то писать на песке. Грехи. В Священном Писании не написано о чем. Там писал Иисус. Об этом говорит Дух пророчества в книге «Желание веков». Дальше потом, когда они продолжали спрашивать, по всей вероятности, не обращая внимания на то, что он делает, думали, может быть, он не услышал, может быть, он не понял их вопроса, может быть, он решил, что это не к нему обращаются. Они стали настаивать. Христос поднимается с земли, говорит: кто из вас без греха? Первый бросает камень. Кто из без греха? А потом наклоняется, дальше начинает что-то писать. И вот эти люди стали смотреть, что же он пишет на земле. И когда они стали видеть, что он, оказывается, пишет их грехи, а Иисус писал, по сути дела, ну как на земле? На пыли, да? То есть, что там же ничего такого не было, да? Где можно было бы написать? На пыли писал. Прямо вот на той придорожной пыли, по которой они ходили. Что-то, какие-то знаки, что-то, да, какие-то буквы, которые рассказывали этим людям о грехе. И написано, что происходило с этими людьми? Они, будучи обличаемы совестью, написано в Священном Писании. То есть совесть этих людей была не до конца еще сожжена. Совесть этих людей была порочная, она просто дремала. И в этот момент они пришли к Иисусу Христу. И когда они пришли к Иисусу Христу, Христос разбудил их совесть. Дал им понять, что их совесть в них просто дремлет. Они находятся во грехах, просто они об этом не знали. Вы знаете, рассказываю такую историю, как однажды к известному проповеднику Чарльзу Спержену пришел один человек, который заявил ему о том, что он теперь святой человек. И он больше не грешит. Спержен пригласил его в свой кабинет, говорит, очень, говорит, интересный, говорит, случай, говорит, я, говорит, никогда в своей жизни не встречал святого человека. Пойдемте поговорим. Сели в кабинете, разговаривают. Спержен задает вопросы, тот отвечает и говорит, да, все, я перестал грешить. Все, у меня больше нет ни одного греха, и совесть меня не обличает, и все в порядке. Спержен поднимается, берет графин, с графина наливает в стакан немножко воды. Этот человек думал, что он хотел попить этой воды. Он берет эту воду и выплескивает ему в лицо. Тот подскочил, вытирает лицо, как давай на него ругаться, как давай на него кричать. А этот известный проповедник сел спокойно в кресло, сидит на него, смотрит, говорит, ну вот, мой друг, видите, все оказывается хорошо, все в порядке. Я, говорит, действительно думал, что вы умерли для греха. На самом деле, говорит, ваша совесть просто уснула, а я, говорит, стаканом холодной воды просто ее разбудил. Вот то же самое произошло с этими людьми во времена Иисуса Христа. Они пришли к Иисусу Христу со спящей совестью. Они пришли ко Христу, думая, что эта женщина, она такая грешница, что пора ее побить камнями. А Христос стал писать их грехи, давая им понять, что они такие же самые грешники. И если бы суд Божий свершился в тот самый момент, они тоже должны были быть побиты камнями. Именно поэтому они стали бросать свои камни и уходить.
бросать камни и уходить. Ушли все. Написано, не осталось никого. Потому что они были обличаемы совестью. Вы видите, какое действие совести, какой мощный инструмент Бог заложил в нас. И благодаря влиянию Духа Святого совесть действует в нас. Совесть помогает нам избавиться от наших грехов. Скажите, это хорошо? На самом деле это очень хорошо. Если бы у нас не было совести, я вообще не представляю, как бы мы жили, и как бы мы вообще покаялись, и как бы мы вообще пришли к Богу, если бы у нас не было совести. Но если бы не было бы Духа Святого, то наша совесть тоже бы ничего бы нам не говорила. И поэтому великая благодарность Богу, который через Духа Святого действует на нашу совесть, и благодаря этому пробуждает в нас желание оставить каждый свой грех. Давайте мы откроем книгу «Деяния апостолов», 23 главу, и посмотрим 1 стих. Деяния апостолов, 23 глава, 1 стих. Пожалуйста, прочитайте. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Видите, как интересно Павел говорит, да? Я до этого момента жил какой совестью? Доброй совестью. Ему не стыдно было об этом сказать. Он стоял перед Синедрионом, который его судил. И он говорит, я жил согласно тому свету, который открыл мне Бог. Вот как Бог повелевал, мне так я и поступал. Вы помните, было время в жизни апостола Павла, когда Дух Святой тоже обличил его по пути в Дамаск, потому что Павел шел явно своей дорогой. Он явно противился Богу, противостоял Богу, но его совесть была настроена таким образом, что он думал, что он служит Богу. И вот когда Бог остановил его на пути, когда Бог явился ему и проговорил лично к нему, да, и разговаривал с ним вот в этом свете, вот в этом голосе, вот в этом громе, да, который слышали все окружающие. Когда Павел услышал весть от Господа, его совесть стала совершенно по-другому действовать. Его совесть совершенно по-другому стала реагировать. Совесть теперь была настроена на влияние Духа Божьего. И вот этой доброй совестью, с этой доброй совестью Павел и старался жить всю свою жизнь. И поэтому вот апостол Павел как раз для нас является примером того человека, который прожил всю свою жизнь с доброй совестью. Совестью, которая была ему, которая была в нем и которая была ему дана Иисусом Христом, которая была теперь настраиваемая Духом Святым. Теперь апостол Павел жил с этой доброй совестью. И он об этом так и говорит. Да, о том, что он веру сохранил, течение совершил, и теперь готовится мне венец правды. То есть он всю жизнь прожил с этой доброй совестью. Но бывают и другие случаи. Бывает такое, что вместо того, чтобы бояться Бога, мы боимся каких-то внешних сил. Бывает такое, что нашей совестью являются окружающие нас люди. Давайте мы посмотрим с вами первую книгу Царств, 15 главу, 24 стих. Тоже очень интересные примеры в Священном Писании есть. Давайте мы прочитаем. 1 Царств 15:24. Пожалуйста. Да, 15:24. Шевания, Иосафат. 1 Царство. И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Итак, смотрите, что происходит с Саулом. Когда Бог поставил его царем, он должен был быть совестью народа. То есть он должен был народу говорить, как правильно поступать. Потому что Бог поставил его на это место. И он должен был народу сказать, как правильно, а как неправильно. Он должен был быть вот этим голосом, провозглашающим истину. Но когда Саул решил не уничтожать царей Амалика, когда его Самуил отправил для того, чтобы тот пошел войной на них, да, и истребил полностью Амалика за то, что они в свое время согрешили перед Израилем и не пускали их пройти через свою землю. Помните, да, эту историю? Так вот, когда Саул возвращался,
написано, что он сделал. Он не только пощадил царей, он еще и награбил богатство. Он решил обогатиться за счет вот этого военного похода. Хотя Самуил ему конкретно сказал, как ему нужно поступить. Он ему сказал: ты должен все предать заклятию. Не должно быть ничего возвращено оттуда. Да? То есть ты не можешь оттуда взять ничего. Это все должно быть истреблено. Это все Господь предал заклятию. Но Саул не послушался. И вы знаете, каким образом была настроена совесть Саула? Она была настроена таким образом, что Бога он не слушался, а слушался кого? Люди. Слушался людей. Скажите, можно это назвать доброй совестью, когда человек не слушает Бога, а слушает, что ему говорят другие люди? Печальная картина, правда же? Я думаю, что мы сталкиваемся с этим постоянно и повсеместно. Иногда и у нас возникает такая дилемма, стоит перед нами, когда мы не знаем, как нам правильно поступить. То есть поступить ли так, как говорит Слово Божье, или поступить так, как говорят эти люди, как говорят люди этого мира. И порой у нас возникает такая же проблема, как у Саула. Саул послушался народа. Он пришел к Самуилу и говорит: Самуил, я не виноват здесь, это не моя вина. Это вот все потому, что люди так захотели. Но так ли на самом деле это было? Если мы знаем с вами историю Саула, то в принципе он был достаточно мужественным человеком. Он вел войны, вел мужественные войны, очень много войн вел. И, конечно, эти войны, они не могли его не утомлять. Мы знаем, что Саул все-таки, несмотря на всю свою слабость и потворство своему собственному, высокомерию, своему собственному тщеславию, тем не менее он все-таки был человеком, который выполнил определенную долю воли Божьей в том, что ему нужно было сделать для народа. Так вот, если вы помните, был такой случай в жизни Саула, когда они вышли на сражение, и там нужно было победить врага, и Саул заклял весь народ, чтобы весь народ ничего не ел, пока они не одолеют врага. Помните? А его сын Иоаннафан, он ничего про это не знал, потому что его не было тогда в строю со всеми. И поэтому, когда они оказались на одной из полян, он увидел там рой диких пчел, да, мед. Он, соответственно, палку туда обмакнул, стал есть этот мед. А все люди были в замешательстве, потому что они знали заклятие Саула. Так вот, посмотрите, когда Саулу нужно было действовать решительным образом, он это делал. То есть нельзя сказать, что он был нерешительным человеком, что он был такой, под мнение толпы подстраивался, что он не мог принять никакого решения. Нельзя этого сказать. Саул был достаточно решительным в этом вопросе. И тогда он заклял весь народ, и тогда, помните даже, написано, что он даже хотел Иоаннафана умертвить. То есть до такой степени он был решительный, что даже хотел своего собственного сына убить. А что же случилось в этой ситуации? А оказывается, совесть Саула подстроилась под его собственный грех. Оказывается, совесть Саул свою убаюкал. И пока они шли с этого военного сражения, Саул уговорил свою совесть, по сути дела. И нашел оправдание своим действиям. И поэтому, когда они вернулись назад, у Саула уже было конкретное решение, конкретный ответ Самуилу, почему он так поступил. Он ему сказал: это не я, это люди, я пошел у них на поводу, это они так решили. Я же царь, я же должен удовлетворять нужды людей. Я их послушался, и поэтому так все в моей жизни получилось. Это царь Саул. А Аарон, когда Моисей был на горе, то же самое. Они построили, это было первое, да? Да. Аарон уже тоже священник. То же самое, он не должен был идти на поводу у людей. Да. Совершенно верно, совершенно хорошие, правильные примеры. Вместо того, чтобы идти на поводу у людей, Аарон должен был голосом Божьим быть для этих людей. И он не должен был делать этого тельца золотого. И мы с вами понимаем, что таких примеров в Священном Писании огромное количество. Вы помните, как апостол Павел говорит про свое апостольство? Он говорит: когда меня призвал Бог, я не пошел в Иерусалим и не стал советоваться с братьями. Я не стал советоваться с плотью и кровью. То есть, по сути дела, когда перед Савлом стоял выбор, что сделать? Стать апостолом, стать последователем Иисуса Христа и смело провозглашать Его истину, Его Слово, или все-таки жить своей простой, обыкновенной жизнью? Что сделать в этом отношении? Апостол Павел, уже когда он был апостолом Павлом, вспоминая то время, говорит: я не стал советоваться ни с кем. Знаете почему? В этом есть большая опасность. Потому что, например, если человек принимает Иисуса Христа в свое сердце,
и понимает призыв Духа Божьего, например, креститься, приходит к своим родственникам и говорит, вот, не знаю, что делать, как вы думаете, креститься или нет? Как вы думаете, что скажут неверующие родственники? Я не могу сказать. Говорит, куда ты попал? Зачем ты туда пошел? Зачем тебе это вообще нужно? Зачем ты решил так кардинально поменять свою жизнь? То есть, по сути дела, человек пытается найти оправдание своим нерешительным действиям. А представьте себе другую ситуацию. Если человек, например, решил стать служителем, решил стать пастором, решил стать евангелистом, миссионером, поехать куда-то совершать евангельское дело. И он точно так же приходит, например, к своим, может быть, неверующим родителям. Молодой человек приходит к неверующим родителям и говорит, папа, мама, я вот решил стать пастором. Как вы думаете, что скажут ему родители? Очень с большой вероятностью можно сказать о том, что они его станут отговаривать. Апостол Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Почему? Потому что Дух Святой влиял прямо на его сердце. И потому что он должен был теперь дать ответ лично Богу. Как же можно приобрести и сохранить вот эту добрую совесть? Давайте прочитаем пару библейских стихов. Псалтырь 14. Псалтырь 14, 2 стих. Пожалуйста. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Все то, что подсказывает нам Дух Святой, так нужно и поступать. Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину где? Не на устах, а в сердце своем. То есть до того, как это появится на устах, это должно быть где? Это должно быть в сердце. А мы с вами знаем, что под сердцем Священное Писание понимает не просто орган человеческого тела, который кровь гоняет по нашему телу, а под сердцем Священное Писание понимает наше внутреннее естество. И туда же включена и совесть. И поэтому истина, которая находится в нашем сердце, это то, что преподано нам Духом Святым. И поэтому мы призываемся Богом к тому, что если мы хотим иметь добрую совесть, то, соответственно, истина должна быть где? В самом нашем сердце. Она должна быть произнесена туда самим Господом. И она должна находиться там. И книга Иеремии, 17 глава, 7 стих. Иеремии, 17 глава, 7 стих. Пожалуйста. Иеремии, 17 глава, 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Вот еще один важный, интересный стих. Блажен человек, который надеется на Господа. Вот это как раз принцип, как сохранить. Если мы уповаем, надеемся на Господа, то тогда наша совесть, она, можно сказать, в надежных руках. Понятно, что совесть трудно себе представить, что это такое и как она выглядит, но тем не менее мы понимаем, что если мы надеемся на Бога, то тогда у нас все в порядке. Потому что наша совесть будет доброй. Друзья, а что происходит с человеком, когда человек постоянно отвергает призыв Духа Святого? Когда человек постоянно отвергает призыв Божий? Я думаю, что мы регулярно, постоянно сталкиваемся с такими людьми, которые не хотят ничего знать о Боге, не хотят ничего о Нем слышать. И, к сожалению, многие из них даже погибают в своем вот этом нежелании последовать за Богом. Я думаю, что вы сталкивались с этим. Что происходит, когда человек постоянно отвергает Бога? Что происходит с его совестью? Его голос приглушается. Она не умирает. Постепенно эта совесть сгорает. Священное Писание говорит о совести, которая, по сути дела, не имеет действия никакого, как о сожженной совести. То есть, сожженная совесть – это третье состояние совести, и это совесть, которая, ее даже совестью-то назвать нельзя, потому что ее просто нет. Вот состояние, когда у человека нет совести, мы таких людей называем бессовестными. А Священное Писание таких людей говорят о том, что это люди с сожженной совестью. Давайте мы откроем первое послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. Когда Павел говорит о последнем времени, он упоминает о том, что в последнее время будут и люди как раз вот с такой самой сожженной совестью. 1 Тимофею 4:2, пожалуйста. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Сожженных в совести своей. То есть состояние человека, когда он совершенно не воспринимает действия Духа Божьего. Через лицемерие. Да,
когда человек уже живет абсолютно в грехе, когда человек поступает так, как ему больше нравится, как ему больше хочется. Вот я так хочу поступать, я так поступаю. Мне все равно, что мне говорят другие. Мне все равно на обличение Духа Божьего. Мне все равно на обличение Бога. По сути дела, человек вот в этом нечестии своем, он гибнет. Вот как в трясину его засасывает, и он гибнет в эту трясину. Но хочу сказать вам сразу о том, что совесть – это состояние, сожженная совесть, третья категория. Это состояние человека, которое не появляется вдруг в один момент. Никогда не бывает так, чтобы человек утром проснулся и вдруг понял, что его совесть перестала с ним, то есть вообще не разговаривает с ним, то есть ничего ему не говорит. Такого не бывает. Вдруг была добрая совесть, а потом раз в один момент и сразу сожженная совесть. Нет. К этой сожженной совести человек идет определенным путем. Человек делает все для того, чтобы эта совесть постепенно сгорала, чтобы она становилась все глуше и глуше и глуше. Может быть, вы помните такую советскую комедию про Шурика на стройке. Да. Помните? Да. И вот там у него был такой, к которому его представили, точнее, его представили вот к нему, да, напарник так называемый. И вот этот напарник все от него бегал, пытался там где-то спрятаться, скрыться, а потом начал закладывать стенку кирпичом. Помните? Да. И вот он закладывает эту стенку кирпичом. Зачем он закладывает эту стенку кирпичом? Чтобы не видеть. Не только чтобы не видеть, чтобы не слышать ничего. Совесть. Чтобы ничего не видеть и не слышать. Да? И вот он закладывает эту стенку. И вот он тот момент, когда он последний кирпич туда раз, засунул, вот такой довольный, все. Теперь не слышно и не видно того, кто обличает. Ну, понятно, что это все комедия, да? Но тем не менее, не видно его. Все, можно теперь успокоиться. Но не тут-то было. Почему? Да потому что замуровал себя. Потому что себя замуровал. То же самое происходит с человеком, который сжигает свою совесть. Когда человек отвергает влияние Духа Божьего, где-то Дух Святой что-то подсказывает, человек отвергает. Это первый кирпичик на раствор. Он только положен. Только вот представьте, что вот мы закладываем вот эту стенку кирпичом. Вот перегородку вот эту, где стоят колонны. Закладываем кирпичом. Если мы положили только первый кирпичик, то его может быть даже еще незаметно, согласны? Еще все видно, еще все слышно, еще все можно изменить. Но кирпичик первый-то уже там лежит. А на этот кирпичик ложится второй кирпичик, а потом третий, а потом четвертый. И если человек постоянно противится голосу Духа Святого, что происходит в его жизни? Растет вот эта стена. Растет постепенно, постепенно, больше. И если, например, кто-то бы у нас находился там, а мы с этим человеком бы общались, то чем выше эта стена, чем меньше остается вот этого свободного пространства, тем меньше мы можем с этим человеком общаться, тем меньше у нас коммуникации. И вот наступает тот момент, когда мы вставляем последний кирпич. И когда мы вставили этот последний кирпич, что происходит? Как мы можем общаться с этим человеком? Все никак. Вот то же самое происходит и с нами, и с Богом. Мы можем отгораживаться от Бога вот этой глухой стеной. Помните, что было с Адамом и Евой, когда они были обличаемы совестью в Эдемском саду? Спрятались. Как только они съели этот плод, вдруг поняли, что они согрешили, что они нарушили Божий завет. И поэтому они спрятались. И когда Дух Святой, когда Господь пришел в сад в Эдемский, Дух Святой их обличал, и Господь ходит по Эдемскому саду, зовет: Адам, Адам, где ты? А что он ему говорит? Господи, я выйти не могу. Я спрятался. Мне стыдно. То есть совесть обличает, и это значит, если совесть обличает, то значит, что человек еще пока может вернуться к Богу. Вы знаете, вот это очень важный момент. Потому что очень многие говорят: мне уже нет спасения, я потерян. Бывает такое, что человек отступил от Бога. Бывает такое, что он ушел из церкви. И когда мы начинаем к этому человеку обращаться, человек говорит: ну как я туда пойду, я уже 5 лет не был в церкви. И бывает такое, что и мы можем так думать, и в нашей жизни может такое случиться. Но вы знаете, пока в нас есть понимание того, что это неправильно, как мы живем, пока в нас есть побуждение идти, нельзя закладывать вот этот последний кирпичик, нельзя его туда вставлять. Что нужно делать? Да нужно ломать эту стену. Нужно возвращаться к доброй совести, нужно опять возвращаться к Иисусу Христу, для того, чтобы Он освободил от греха, освободил от вины, чтобы Он снял
вот эту порочную, освободил от порочной совести и привлек нас к себе. И тогда, когда мы опять разрушиваем эту стену снова, тогда мы снова видим и слышим, как работает Дух Божий в нашей жизни. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итог. В самом начале, когда мы только приходим к Богу, у нас какая совесть? Порочная. Вне зависимости от того, даже если мы самыми были примерными людьми, если мы были самыми хорошими, и наша фотография висела на доске почета в городе, мы самые лучшие граждане города, но этого земного города, это ни о чем не говорит. Потому что перед Богом мы порочны в своей совести, потому что мы не соблюдали Божий закон и не знали Бога. И этого уже вполне достаточно, чтобы осудить нас как грешников. И поэтому мы, когда мы приходим к Богу, у нас порочная совесть. Но когда мы приходим к Богу, мы же не можем быть рядом с Богом с порочной совестью. Мы же понимаем это, что наша порочная совесть не даст нам покоя. Нам нужно от нее освободиться. Как от нее мы можем освободиться? Приобрести добрую совесть. А как мы можем приобрести добрую совесть? Только благодаря тому, что мы приходим к Иисусу Христу, и Христос освобождает нас от чувства вины. Он освобождает нашу совесть. Он дает нам понимание того, как нам правильно жить, как нам правильно строить с Ним отношения, как нам жить с Богом, с чистой совестью, с доброй совестью. Что об этом говорит Священное Писание? Мы принимаем крещение, очищаем свою жизнь в Иисусе Христе, и нам дается спасение. Для того, чтобы сохранить добрую совесть, мы должны постоянно быть с Иисусом Христом, уповать, надеяться на Него, должны совершать дела, которые угодны Ему, Его Святому Духу, и, конечно же, не допускать в своей жизни, чтобы наша совесть тлела, чтобы наша совесть сгорала, чтобы мы препятствовали работе и влиянию Духа Святого. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы могли быть готовыми слышать Его голос всегда, и когда слышим Его голос, не отвергать влияние Духа Божьего. Аминь. Аминь. Давайте мы обратимся к Господу в молитве. Наш милосердный Небесный Отец, во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа мы благодарны Тебе, потому что сегодня в этот вечер Ты вновь через нашу совесть обращаешься к нам. Твой Дух Святой вновь ведет нас к пониманию истин Слова Твоего. И мы просим у Тебя, Господь, помоги, чтобы наша совесть могла правильно быть настроена, чтобы мы могли понимать, как нам правильно поступать, что нам делать, как нам вести себя, где, Господь, получить оправдание всех наших грехов. Господи, помоги нам понимать, что только придя к Тебе, мы можем обрести добрую совесть и сохранить ее до дня пришествия Иисуса нашего Господа и Спасителя на эту землю. Мы просим у Тебя, Господь, благослови тех людей, которые сегодня, возможно, отступили от Тебя, ушли, но которые сегодня еще живут в понимании того, что они могли бы вернуться, которые сегодня еще не до конца закрыты от влияния Твоего Святого Духа. Научи их, Господь, как сделать этот шаг навстречу Тебе. Побуди их Духом Своим Святым и помоги им, Господь, чтобы они могли взирать на Тебя, Господа и Спасителя. И нас, Господь, благослови, чтобы сегодня в этот вечер мы могли идти в свои дома и нести свет утешения и надежды тем людям, с которыми мы вместе живем. Тебе, Господу, слава за все во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.